В Бугульминском городском суде начали новый процесс в отношении 27-летнего Сергея Кукушкина, которого подозревают в насилии над полуторагодовалой дочерью. 13 апреля этого года мужчину оправдали, однако месяц назад Верховный суд отменил приговор. Айрат Назипов разбирался в нашумевшей истории. Эта история началась 27 октября прошлого года. По предварительным данным, Сергей Кукушкин в тот день находился дома с 3 детьми. Меняя подгузники, он нанес травмы половых органов полуторагодовалой дочери. Впоследствии ребенок оказался в больнице. Увидев травмы, врачи обратились в полицию. В итоге в отношении отца возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обвинение полагало, что подсудимый намеренно применил насилие к дочери. Разбирательства шли полгода, и в апреле мужчина был оправдан. Однако прокуратура подала жалобу в Верховный суд, и приговор был отменен. Теперь стороны вновь встретились в зале Бугульминского городского суда. Подсудимый обвиняется в действиях сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему 14-летнего возраста. То есть предусмотрено статьей 132 Уголовного кодекса Российской Федерации. На наш взгляд, доказательств достаточно, будем их представлять суду и доказывать виновность подсудимого. Сторона защиты вину в предъявленном обвинении отрицает, полагая, что мужчина нанес травмы ребенку случайно. Также фигурант уголовного дела поддерживает его жена и считает, что ее муж не является насильником их дочери. Адвокат вновь намерен добиться оправдательного приговора. Верховный суд указал, что в полном объеме проверено по факту причинения телесных повреждений. То есть это означает 115 статья, то есть преступление небольшой тяжести. То есть вот по этому поводу мы собрались здесь. По поводу этой статьи, если она возникнет, вы тоже будете занимать позицию? Да. Буду занимать позицию о его невиновности. Процесс проходит с закрытыми дверями. На сегодняшнем заседании суд допросил свидетелей. То же самое планируется сделать и на следующих слушаниях.